Здравствуйте, дорогие соотечественники. Салам алейкум, хурматлы ватандашлар. Я хочу поддержать обращение нашего товарища, соотечественника Бахтияра, который находится в Кипре. Поддержать в чем, что наступило время, когда мы, граждане Туркменистана, где бы мы находились бы и на родине, и внутри страны, и за ее пределами, нам надо понять одно, что кровопролитием, которое сейчас происходит на Украине, и это вынужденная мера принудить этот режим, который находится на Украине, это нацистский режим, чтобы сохранить жизнь граждан, которые с каждым годом все меньше и меньше становятся, умирают из-за трудностей, из-за нехватки питания. И то, что их унижает, оскорбляет, а некая кучка олигархов, которые живут на Украине и за рубежом, на этом обогащается. И Российская Федерация уже 8 лет говорила об этом. Ни Европа, ни Америка этого не понимают. Поэтому вот это принудительное использование вооруженных сил говорит о том, что Украину хотят вернуть в нормальное русло общения со своими братьями, белорусами, украинцами, с братьями, с бывшими странами СНГ. И это решение, которое было принято президентом, оно очень тяжело принималось. Рассчитывались все моменты. Если вы внимательно смотрите телевидение, и европейское, и американское, вы можете одно заметить, очень мало жертв. И эти все жертвы, те, которые погибают от рук этих нацистов, они пытаются показать, что российские вооруженные силы убивают мирное население. Это неправильно. Ведь первые часы были точечные удары нанесены по тем объектам, которые могли бы принести больше жертв и со стороны местного населения, граждан Украины, и со стороны вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому пришло время. Украина, Казахстан для наших граждан является уроком. Не дай Бог, чтобы у нас там это произошло. Не дай Бог. Мы должны мирным путем это решить. Решить что? Решить, чтобы мы все мирным путем вернулись на родину. И изменить внутри страны мирными выборами, референдумами всю ситуацию, которая может привести к дальнейшей эскалации напряженности теперь уже у нас на территории Туркменистана. Вы спросите у других, может быть, у меня хотите спросить, а как это так? А вот так, уважаемые соотечественники. После Украины мы слабое звено Центральной Азии. У нас протяженная государственная граница с Афганистаном. И мы прекрасно понимаем, что теперь нас, туркменскую власть, нынешнюю власть, будут использовать для того, чтобы навредить, нагадить Российской Федерации. И мы все будем в этой игре марионетки, вплоть до и этого руководства Бердымухамедова и его команды. Вот это надо понять. Поэтому я обращаюсь к гражданам Туркменистана, которые находятся в данный момент на Украине. Пожалуйста, не отправляйтесь, не выдвигайтесь никакой Львов, никакую Европу. Нас там не ждут. Услышьте, пожалуйста, нас там не ждут. Мы, как и украинцы, для них дешевая рабочая сила нелегальная. Мы это сами почувствовали на территории Турции. А теперь нас пытаются граждан Туркменистана, которые в большом количестве, некоторые данные говорят 30 миллионов, некоторые данные гласят от 50, точнее тысяч, 50 тысяч, некоторые говорят еще раз 30 тысяч. Это студенты. Это те люди, которые оставались продолжать свою жизнь, женились, выходили замуж, имеют семьи. Не ждут вас в Европе, мы им не нужны, как и украинский народ. Братский народ для нас был и есть, повторю, и украинский, и белорусский, и российский, русский народ. И наша задача не куда-то бежать от своей страны.
Наша задача вернуться на родину. Поэтому туркменские власти, к вам обращался Бахтияр, я в вчерашнем обращении говорил, начните работать, начните помогать нашим соотечественникам. Просите другие страны, чтобы они организовали вывозные рейсы хотя бы в Казахстан, Узбекистан, и оттуда начинать надо принимать. Вы от этой темы, от этой ответственности никуда не уйдете. Более того, это мое личное предложение к вам, Бердымухамедову, Сердару и всей команде вашей. Очнитесь, одумайтесь, не позорьтесь на весь мир. Месяц проводить предвыборную кампанию и регистрацию кандидатов. Сошлитесь на эти обстоятельства, которые я вам сейчас повторю. Это что основная масса граждан находится за границей. Их нельзя идентифицировать, чтобы они были участниками выборов. И эти выборы будут нелегитимными. Отложите эти выборы до лучших времен. Первая задача ваша – обеспечить вывоз наших граждан сначала с Украины, потом уже с других стран. И в первую очередь больных, детей, женщин, мужчин в возрасте, кто есть, который уже 3-4 год не может приехать на родину. А есть 10, которые не могут приехать. Вы зададите вопрос, почему они в те года не могли приехать? Потому что они приезжают в Туркмению, они знают, что они оттуда не выйдут. А выехать это нужно обратно. Взятки дать, паспорта продлить. Поэтому люди, понимая это, что у них не будет возможности, они десятилетиями не возвращались к своим детям. Может быть, их дети пытались приехать, у кого такая была возможность. Тоже не видели. Только по ИМО теперь видеоконференции, которые они проводят через Zoom, могут увидеть своих детей, пообщаться. Ведь не каждая мать, не каждый отец, который мечтает, не может это сделать, видит, как его ребенок растет, как он поднимается на ножки, какие первые его слова. Поймите, уважаемые господа руководители туркменского государства, вам это не понять, потому что вы вместе с этими детьми, со своими внуками росли, а наши граждане за рубежом, еще раз повторяю, ради того, чтобы накормить, шли на любые работы. Нелегальную, легальную, преступную. Некоторые люди перешагнули черту морали и шли на преступление, чтобы заработать деньги. Их тоже можно понять, потому что они ответственны перед своими родителями, братьями, сестрами, детьми и женами, которые находятся на территории Туркменистана, и не могут они их видеть. Есть люди, которые, понимая, что им надо жить, им надо любить, разводились формально со своими женами, которые находятся в Туркмении, и устраивали свою жизнь здесь, или на Украине, или в Турции, или в Российской Федерации. Это большая беда наша, всех наших граждан Туркменистана. И мы это должны понять. Теперь я хочу обратиться к нашим оппозиционерам. Да, я не оппозиционер, я сразу говорю. Я патриот своей родины. Я хочу жить и работать на своей родине. А те оппозиционеры, которые находятся за рубежом, считают себя оппозиционерами. Пожалуйста, остановитесь, не позорьтесь. Не нужен нам этот цирк. А то, что говорит как Мурат Хыдыров, давайте проведем так называемые дебаты. Человек хочет этими дебатами услышать каждую вашу идею, как формальной или, как вы назвали, кандидаты в президенты, в ваши программы. Вам будут задавать люди вопросы. Он пытается из числа тех, кто объявил себя кандидатами, подготовить вас на будущее, как будущих людей, которые будут претендовать на должность кандидата. Президента, премьер-министра, депутата. Разницы нет. И он вас предлагает выйти. Тем самым, выходя, имея дебаты, мы хоть как-то объединимся. Объединим вас, вы начнете друг друга слышать, друг друга видеть на этих дебатах. Понимать,
как общение должно происходить. И дальше будете, даже если пройдут эти выборы, вы дальше должны, мы должны общаться. Мы все должны общаться. Я себя не в сторону не отодвигаю, но я не назвал себя кандидатом. Просто я прекрасно понимаю, я не хочу участвовать в этом безобразном спектакле, который называется «Выборы президента Туркменистана 2022». Это не выборы. Это цирк, это телешоу, это спектакль, который вас затягивает, а вы пытаетесь в эту игру войти, каждый со своими целями и задачами. Кто-то хочет на сегодняшний день пропиариться, его право. Кто-то хочет действительно беспокоиться о родине, действительно хочет сказать свои мысли и действительно хочет выдвинуть свою программу, чтобы выйти из тяжелого положения в Туркменистане. Каждый имеет право на свои мысли, на свои высказывания. У каждого есть у нас такое право. Тот же самый Ахмед, тот же самый Мурат Клычевич, Гердяга и все, кто бы есть, имеет право высказываться. Поэтому, как и Мурат Хидыров вас и приглашает, он прекрасно понимает, что вы, те, кто за рубежом объявили себя кандидатами, в априори вы не сможете участвовать, потому что вы должны быть собрать количество голосов, зарегистрировать эти голоса, подать документ в Центральную избирательную комиссию, и тогда, когда вас объявят. Все остальное – это возня, которую вас заставляет идти. Чтобы завтра сказать, вы знаете, а вот были кандидаты за рубежом, но они в рамках закона не пришли на выборы, не подали свои документы. Как мы могли их зарегистрировать? Да, они выступали, да, они говорили. Теперь я обращаюсь к гражданам Туркменистана, кто будет участвовать в этих выборах. И внутри страны, и за рубежом. Если действительно эти выборы будут проведены и за рубежом, да, вы имеете право. И вы не только имеете право, вы обязаны, как гражданин Туркменистана, это ваша обязанность и право прийти на выборы и проголосовать за ту кандидатуру, которую вы считаете нужной. Дальше, если на этих выборах, на этих избирательных участках будут находиться наши наблюдатели, разрешат их, это хорошо. Нет, извините. Да, мы понимаем, что ваш голос будет принят как голос по количеству, но за кого проголосовали, ни вы, ни я об этом не будем знать. Почему? Потому что эти выборы будут сфальсифицированы и нелегитимны. Если власть, которая хочет показать всему миру, что мы демократическое государство, за месяц не организуются выборы, даже в соответствии с Конституцией 6 месяцев. И вы бы могли бы это сделать. Я могу подсказать. Отмените эти выборы. Пригласите людей. Откройте границы. И как только вы откроете границы, может быть, из тех, кто вернется, скажут, вот видите, молодец Сердар, молодец Бердымухамедов. Значит, они наши чаяния услышали и открыли границы. Поменяйте паспорта, кто не хочет приезжать. И это будут ваши люди. И это будет ваш электорат, который за вас проголосует. А таких много, которые не определились. То ли он с властью, то ли он против власти, то ли он нейтралитет. Уважаемые соотечественники, никакого нейтралитета не может. Это мы не те власти на Украине, которые и вашим, и нашим, и третьим, и четвертым. Нельзя усидеться на одном столе, на одном стуле, извините. Вы должны определиться в этой жизни. Или вы за то, что Туркменистан цвел, или вы за то, что вы будете находиться за рубежом и дальше продолжать выживать, несмотря на то, что вам не могут обеспечить нормальные документы, не могут обеспечить перелет, приезд своим родственникам. Третьего не дано. И вот в этом обращении нашего соотечественника Бахтияра, вы это услышите, на туркменском говорит. А я обращаюсь к вам на русском.
пожалуйста, определитесь. Или вы за справедливость, или вы будете также продолжать жить, до какого времени умирать, и будут, не дай Бог, похоронены на на чужбине, а не на родине. Теперь я обращаюсь к товарищам, которые ненавидят не только в душе, а открыто говорят против Российской Федерации в моем лице, которые показывают знаки, запрещенные Бозкуртов. Да-да, Азат Хатбаев, к вам обращаюсь. Я не просто так к вас выхожу в эфир ТикТоке. Хочу вас еще раз образумить, вас, Чемен. Очнитесь, смотрите больше телевидения. Не дай Бог попадете в списков, которые вы, как экстремист против российских руководителей, а у вас очень плохая привычка, и за свои слова надо будет отвечать. Я вас хочу и сейчас попробовать остановить. Не занимайтесь самоубийством. За свои слова оскорбления в адрес, не мой адрес. Мы с вами отдельно разберемся на родине, а в адрес руководителей и вообще русского, российского народа, где тоже наши граждане проживают. Вы высказываетесь очень грубо, оскорбительно, унизительно. За это придется вам отвечать. Еще раз повторяю, образумьтесь, возьмите в руки, голову свои в руки, подумайте, что вы делаете. А Российская Федерация не только входит на Украину, чтобы обеспечить безопасность граждан Украины, но она будет уничтожать тех, кто уничтожал мирных людей в Одессе, на Майдане, когда был переворот государственный. Их всех найдут по точке мира, как это делается израильские спецслужбы. Всех поединого или задержат, или уничтожат на месте. Хватит, времена прошли. Поэтому вы, как граждане Туркменистана, или бывшие граждане Туркменистана, находясь в любой точке, одумайтесь перед тем, как выступать в эфире. Все это фиксируется. И вы на сегодняшний день, пока на третьем-четвертом плане, придет время, когда за вами придут и заставят вас ответить в рамках государства. Если вас задержат, будете отвечать перед судом. Привезут и будете объяснять, что вы хотели высказаться. Будьте людьми и думайте не только о себе, а о своих родителях. Я вам отправил один ролик, Азат Хатбаев, с намеком. Вы не поняли? Я вам позвонил, вы меня отключаете, еще с гражданином Турции, обсуждаете меня, кто я такой и так далее. Шовинист, российский, еще что-то. Никто вам такое право не дал. Более того, я был в Стамбуле, я сказал, дайте свою точку, где вы находитесь, я приеду. Вы забоялись. Ничего страшного. Рука справедливости, которая будет карать вас, она вас настигнет. Есть хорошая пословица, уважаемые соотечественники, а это обращение к Азату Хатбаеву и Чемену Ряеву. Будьте попроще, и люди к вам потянутся. Но не забывайте, большому кораблю большая торпеда. И Чемен, выставивший вчера ролик в отношении выступающего гражданина, который российский гражданин, но на территории России, рэпер Амискрон, как-то его называют. Не буду, я извиняюсь, если я неправильно сказал. Вот он на сегодняшний день молодец, он свое мнение про войну сказал на территории России в Санкт-Петербурге. Он имеет право искать. Вот вы, если сильная девушка, мать 3 детей, приедете в Туркмению, вместе со мной и там высказывайте. Только о Туркмении, а не против Российской Федерации. Вам это право никто не дал. Вы его не заслужили. Дорогие соотечественники, дорогие друзья, давайте мы будем помогать, подсказывать нашим гражданам Туркменистана, как им правильно выехать из
территории Украины, потому что дальше им будет жить очень тяжело. Поэтому им надо возвращаться на родину, но не Европу, повторюсь. А по выборам мы еще эту тему вечером коснемся в прямом эфире на YouTube-канале. Наш соотечественник Оян Туркмен Равшан Клычев подключится и пригласит. И я приглашаю всех, кто желает в прямом эфире поговорить и высказать свое мнение. Спасибо всем большое за внимание. Берегите себя, своих близких и думаем, как возвращаться быстрее на родину. До свидания.